Всем привет! Сегодня 1 августа, город Якутск. Вот такой променадик. Сейчас тут у нас время 10 часов утра. Походить, поснимать вам немножко. Мне надо до одного места дойти. Думаю, что впустую идти. Если можно, так сказать, для подписчиков поснимать Якутск. Сейчас это мы здесь идем внутри квартала Дзержинского. Так, дом какой, я не помню. Так, мы здесь выйдем, нет? Мне интересно, с этой стороны какие-то такие здоровые гаражи, двухэтажные даже, да? Так, здесь КПДшки. Так, и как тут мне пройти? Гаражи. Потом я вам адресы скажу здесь. Короче, какие. Так, здесь можно, нет? Наверное, такое вам интересно посмотреть, да? Так, в эту сторону не, в эту сторону не надо. А тут забор вот такой, какая-то труба такая вот большая идет. То мы сейчас тут под теплотрассами шлепаем. А сегодня, кстати, уже жара спадает. Смотрите, да? Уже не так жарко, но душно. Душно. Так. А здесь куда? Так. Какие-то тоже гаражи. Еще. Так. Вот в эту сторону, наверное, да? Пройдемте. Вдоль вот этого. Я тут когда-то ходил зимой, но... Вот смотрите, там дырки такие внутри. Это что, слив какой-то? Зимой ходил здесь. Но это была зима, там было холодно. Все в снегу, а сейчас лето у нас. Поэтому немножечко все по-другому выглядит. Да, и вот она уже жара на спад, но душно. Душновато. Плюс к этому еще дымок. Дымок пошел на Якутск. Где-то, видать, леса горят и, соответственно, вот на Якутск опять надымило. О, бабочка, капустница вон летает. Видно, такая беленькая. Беленькая. Еще какие-то там жучки. Шмель, что ли? А, это шмель, точно. Вон шмель летает. Так, когда вот я понял, когда траву снимаешь, не надо резко дергать ни в коем случае камеру, потому что много-много деталей и картинка рассыпается. Так, вот мы тут вышли. Дальше идем. Какие-то тут надписи интересные. Так, спортплощадка. Смотрите, даже тут футбольные ворота есть. Ага. Ну, тут тоже вот такая еще советская КПДшная застройка. А вот это вот вообще хрущевочка старенькая. Это мы сейчас в районе, где дом быта Дзержинского. А там вот ходим за ним. Так, 22/3 адрес. Только какая улица, не поймешь. Тут магазин. Так, как мне здесь пройти-то, а? Отсюда неохота. Хочется по травке погулять. Ну, посюда пойдем. Интересно. Тут такая, смотрите, один дом так, второй ниже. Вот это вот хрущевка. Да, она в каких годах-то была построена. А вот кто-то песню поет. Красивые тут цветы такие. Вот они. Что за цветок? Одуванчик, нет? Вот я знаю, вот это одуванчик. Здесь березы. Площадка такая, смотрите, какая большая площадка. Обалдеть, да? А для машин совсем мало места. Ну, потому что вот этот четырехэтажный дом,
как бы его ограда стоит. Здесь детская. Вот эта вот копалка, песочница вся заросла травой. О, здесь смотрите. Это что такое? Что-то себе такой палисадник. Ух ты. Ой, что, с утра уже, в 10 утра песни поют. Хорошо не матом. Душевно, душевно. Шикардос, да? Вот так вот, бесплатно. Концерты. Раньше, я помню, колонки когда-то выставляли. О, Господи, как она орет, а? Кого-нибудь сейчас вызовут. Я чувствую. Ночь лунная. Какая ночь? 10 утра у нас. Так, что здесь? Мини-маркет. Мини-маркет. Магазины шаговой доступности. Так, это мы идем вот сзади дома быта. Вот это дом быта у нас. Вот она какой. Здесь вот так вот сделали. Это вот эти жильцы этого дома, что ли. Смотрите. Здоровенный такой. Вот этот вот. Как он называется? Ух ты, тут даже цепи. Это что, индивидуальное, да, для кого-то? Место парковки. Внимание. Дзержинского 18/2. О, здесь, смотрите, у кого-то кондиционер закапала целая куча. О. Это не вредит вот фундаменту, кстати. Конечно, мы сейчас спасаемся в основном только вот таким образом, как бы от жары, то есть кондиционеры, вентиляция. У кого есть кондиционер, это, конечно, вообще шикардос. Но не каждому по карману такое удовольствие платить за сам кондиционер, за установку. Кстати, установка подорожала в этом году. Кондиционер установить что-то уже 20 тысяч. А еще сам кондиционер сколько стоит? Тысяч там тоже 20-40, смотря какой. Они же разные есть. Плюс платить за электричество. То есть это не у каждого такое есть по карману. Так, это мы сейчас выходим на улицу Богатырева. Богатырева. И идем по улице Богатырева. Так, я вообще не хотел по ней идти. Я хотел по каким-то дворикам ходить. Давайте вот здесь вот дом быта. Вот он. Дом быта. И здесь походим. У них здесь такой скверик есть. Смотрите. Это на улице Дзержинского находится. Тут всякие рекламы. То, что продают цветы. Смотрите, в горшках. Вот эти петунии. Что-то у нас петунии вот эти садят вообще. Везде их садят. Вот вход туда. Ну, не буду заходить. Там абсолютно ничего интересного. Магазины. Одни магазины. Ну там, по-моему, парикмахерская еще. И что-то от службы быта осталось. Что-то там осталось. Ух ты. Смотрите, вот как делают. Надо, конечно, следить. Так. Курить запрещено 1000 рублей. Видали, да? И здесь тоже такие вот. Ух ты. А это что такое у нас за ягоды? Интересное. Целое. Оно уже, кстати, краснеет. Краснеет, смотрите. Краснеет. Ой, видали, да? Краснеет. Ягода краснеет. Рябина? А, боярышник. Это боярышник, да? Боярышник. Вот такой вот вкус здоровый. Но, к сожалению, тут вот эта дорога, да? Дзержинского, она очень интенсивная. Так, что здесь еще есть? И пыль, соответственно, большая. Так, зообутик вон там. Это джаз. Не знаю, что такое дискотека. А вот это вот ремонт сотовых теле. И Монда какая-то, Монда. Ничего себе, они тут целую эту стенд сделали.
Так, Мандо. Мандо. Так, выходим мы тут как раз напротив Дома дружбы народов имени Кулаковского. Везде вот эти надписи, что курение запрещено. Вот молодцы, они следят здесь, да? Курить вообще здоровью вредит. Деньги тратить, оно тем более все подряд. Ух ты, смотрите, а там-то как красиво все сделали. Туда пойти. Ух ты, а тут эту лестницу расписали. Надо будет туда пойти. Сейчас я туда пойду, схожу, поснимаю. Так, стоим здесь на перекрестке. Ждем. Так, мы переходим. Ух, какой перекресток, а? Сколько здесь транспорта вонючего. Фу. Так, сквер Карла Маркса здесь. Здесь овощи продают. Овощи. Кабачки, капуста, картошка. Бесплатно можешь давать, да? 3 штуки возьмите. Картошка по 90, да? Ага. Ну, в пакет я вам наложу. А капуста по сколько? По 20, да? Вот Да это. сколько хотите, по 30. А картофель сколько? А картофель, это белый 90, а красный 100. Вот этот 100, да? Возьми 2. Помидорки еще по 250 здесь. А это, короче, продукцию местные продают, местные. Вот там такие киоски выделили, чтобы они могли реализовать свою продукцию. То есть довольно-таки нормальные киоски, вот такие, смотрите, крытые, не просто какие-то, и они культурные. То есть не какие-то там столики, какие-то доски стелят, да? А вот такие вот культурненькие. Ну, как у нас столица, надо же, чтобы все красиво было. Так, здесь лавочки интересные. Лавочки. Кстати, это лавочки здесь посвящены разным выдающимся. Вот это известной певице, заслуженной артистки РСФСР, ЕССР Анастасии Лыткиной. Там КРКД какие-то. Так, это что такое? А это книжки здесь. История народа, история каждого. Интересно. Ну и так вот, каждая скамейка какому-то деятелю. Он так и называется, по-моему. Здесь аллея певцов. Да, вот она, аллея певцов. И вот мы подходим к основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Не сносят его. Ну а что, был, в принципе-то, умный мужик. По его книгам там даже капиталисты учатся, используют в своей. Вот из гранита такой дяденька стоит с бородой. Ну, здесь березочки, вот так вот хорошо все сделано. Березочки, вот видно мусор тут, мусоров убирают. Ага, видно. Но почему-то его здесь не вывозят. Тоже соберут. Вот видно, да, дом быта. Так, и мы вот, я хотел подойти к Дому дружбы народов. Дворец культуры это у нас бывший. Смотрите, как его здесь Международный день дружбы. Смотрите, вот здесь у нас вот эти вот ступеньки расписали все это. Здесь флажки такие. Арт-атриум. Ух ты. Здесь, видать, проходили какие-то, смотрите, навесы. Что-то тут. Когда фестиваль был, проходили, соответственно. А что, я почему не знал, я бы прошел вообще. 100 лет ЕССР флаги в этом году отмечено было. Я тоже снимал, как проводилось это мероприятие на Комсомольской площади. Она сейчас там все в основном на Комсомольской площади, потому что улицу Ленина, проспект Ленина, ее ремонтируют. И поэтому вот Кирова и Комсомольская площадь возле парков, они используются хорошо. Так, вот эти вот цветы я хотел поснимать. Как они выглядят. Что-то тут такие изящные какие-то вообще плантации большие. Вот видно, да? В этом году год культурного наследия народов России.
Короче, круглые даты. И год матери еще. Смотрите, здесь расписано. А, это дети, видать, да? Дружба. Дружба. Вот смотрите, рисунки. Это конкурс у них, я так понимаю, проходил. Вот они такие штуковины здесь, рисунки свои рисовали. Видать, потом призы какие-то вручали, соответственно. А я так думаю, это было недавно, потому что, в общем-то, на тему мира лето, смотрите, солнце, друзья, любовь. Угу. Такие рисунки, потому что они не размытые. Так, а здесь что у нас? Здесь вот такие клумбы шикарные. Смотрите, какие клумбы шикарные. Там цветы такие. Что за цветы, я не знаю. И вот здесь вот тоже. Фу, что-то душновато вообще. Конкретно душновато. Так, ладно, здесь мы спускаемся. Похоже, здесь вот эту поверхность ее заново сделали, потому что она ровненькая такая стала. Раньше был асфальт какой-то корявый, а сейчас, похоже, да, это действительно недавно сделали, реставрировали эту зону. Так, спускаемся мы сюда. Ну, вот эти тоже дома, но вот эти, видно, им балконы сделали. Балконы сделали. Это вот эти рекреация дома культуры, дома дружбы. Так, ну что, мы проходим дальше. Вот эта система, кстати, сваи промораживает туда. Там закачан какое-то масло. И зимой она фундамент замораживает вот эти вот палки, которые вдоль дома вкопаны. И ВТЭКС 14. Продуктовый магазин. Ух, здесь я давно не был. Кто-то диван выкинул. Хороший. Так, ну и вот мы здесь идем с задней стороны дома дружбы. Думаю, интересно людям будет это посмотреть, которые когда-то проживали в городе, и они, соответственно, могут вспомнить, вот кто жил в этом районе. Это, кстати, район, где 23-я школа. Не могут вспомнить, тут рядом 23-я школа. Так, а здесь как пройти? Отсюда вот, да, под этой теплотрассой. Ой-ой-ой, так, на бок приходится. В памяти у телефона почистил, поэтому, в общем-то, можно поснимать нормально. Нормально можно поснимать без ограничений. Я сейчас как делаю? Ну, вот эти вот всякие там переносить на флешки, карты памяти, на компьютер, переписывать, потом видеоредактором обрабатывать, рендерить. Ух ты, тут что-то такое древнее, разобранное. Там страшно. Где там, что ли? Ну, возможно. Так, здесь выходим. Вот здесь видим тоже петунии вон. Но уже не в горшках, а в этих шины. Шины, знаете, такие шины есть. Вот в этих шинах. Так, вот она, 23-я школа. Так, а это улица у нас Халтурина. Халтурин был такой революционер какой-то. Там какие-то времена. Тут с улицы, естественно, все советские такие названия в советское время. Сейчас бы, конечно, уже не переименовывали, вернее, по-другому бы назвали, да, так бы, но не переименовывают. А это 23-я школа. Смотрите, она, кстати, находится на ремонте. Ага. Кстати, много школ в этом году вот такой
хороший ремонт делают, включая, ух ты, подсолнухи. У них здесь вообще подсолнухи, смотрите, какие здоровые подсолнухи растут. Ну да. Много школ вот так вот почти капитальный ремонт делают, то есть и внутри, и меняют вот эти самые стеклопакеты меняют. Ну, раньше деревянные. Смотрите, подсолнухов сколько здесь, а? Интересно, там эти семечки-то есть, а? Тут их вообще дофигища, блин. Так, видно, работы тут производятся. Леса вдоль. Я говорю, деньги очень большие выделены на ремонт. И некоторые школы даже в этом году раньше закрылись, то есть не в июне, да, а дети перешли на онлайн обучение, и у них, соответственно, вот здесь тоже леса, все здесь леса. Ну, видно, делают. Ой, да что я договорить-то не могу. Короче, некоторые школы даже раньше закрылись, то есть где-то, наверное, с мая уже, да, с апреля дети онлайн учились. Ну, здесь все ремонтируют. Ну, тоже капитально все делают. О, там что-то старое убирают. Вот эти деревья, вообще древние березы, я помню. Тут такой вот, как это называется, площадочка такая, посидеть. Ну, тут асфальт тоже, тоже такой еще советик. Смотрите, это что такое? 3А такую штуковину сделал. Костер что-то жгли. Когда болтаешь много, начинает язык заплетаться. И, соответственно, начинаешь что-нибудь не то говорить. Смотрите, солнце в дымке. Солнце в дымке. Так, здесь вообще, смотрите, плитку. Это откуда-то они... это они сняли откуда-то и здесь будут выкладывать, да? Потому что здесь плитки-то не было вообще. Вот с этой стороны. Но плитка, это вот, может быть, с этого, с проспекта Ленина ее сюда. Здесь вот такой вот асфальт, еще советский. Советский. Эта школа вообще, она 23-я. Она 1974 года постройки. То есть, представляете, да, вот. И этот асфальт примерно того времени тоже. Да, видно, тут эти окна поменены. То есть вообще, конечно, вложения большие делаются. Так, а мы тут выйдем, нет? Выйдем. Так, а здесь вот у них игровая площадка. Так, и работы идут, месяц остался им, смотрите, до 1 сентября месяц. Успеют, нет? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Так, ну здесь вот такой вот проход. Деткомбинат какой-то. Здесь гаражи. Наркотикам нет. Ё-моё. Так, где-то я знаю, здесь можно пройти. Мне туда надо пройти. Где-то проход есть. Здесь вот все у нас заросло, потому что вот это в Якутске одна из первых застроек КПД. То есть здесь вот эти вот 4-этажные КПДшки видно. И вот между ними видно переходы. Смотрите, вот эта теплотрасса, она такая раньше делалась. Видали, да? То есть не жалели вообще. Вот это вот теплотрасса такая. В советское время вот так вот делали ее. А сейчас, естественно, такого не делают. Сейчас попроще все это. Плиты. Представляете, сколько это денег вбухано было в теплотрассу. А сейчас вот так вот. Вот такая теплотрасса. Даже еще. Ну вот да, вот такая вот. И все. А раньше целое, хозяйство.
Так, это мы вот здесь выходим, где улица Петра Алексеева. Ну, вот это вот. Так, здесь тоже у них обновленный домик. И мы сейчас выходим вот с этой стороны. Ну, здесь как бы машины редко ездят, и поэтому такие дороги никакие. Как какой-то магазин, у них кондиционеры здесь. Надеюсь, нормально снимется. Надеюсь. Так, вот это улица Пояркова. А здесь вот 19-й магазин. 19-й. Сейчас он как-то по-другому Поярков называется. Здесь киоски. Натуральные продукты. Вот еще одна. Это хрущевочка, да, но она пятиэтажная. Вот этот один из первых районов, который был каменной застройки. Вот в этом месте. Так, что это у меня там запикал? Ух ты, смотрите, я 8000 шагов сегодня сделал. Я просто молодец. Так, вот этот магазин Поярков. У них вот тут так вот все аккуратно сделано. Ну вот это. Не буду идти туда. Мне надо на перекресток. И в общем-то все. Так, что там у меня такое? Что-то в телефоне дергается. То ли смс-ки приходят. А короче, я сейчас проще делаю. Снимаю одним дублем, как говорится, да? Ну, с паузами. И все, потом заливаю. А то вот этот монтаж. Прямо с телефона заливаю. Там монтаж, этот перенос с карты памяти на компьютер, рендеринг. Может быть длинное, а соответственно видео. Все это время драгоценное уходит. Поэтому так, если образом, если ролик снять таким полным циклом, да, как обычно снимаю, то на него надо очень много времени. А сейчас, знаете, да, от Ютуба никакого нету выгоды, да, то есть мы снимаем в основном все это дело просто так. Так, ладно, вот перекресток улицы Петра Алексеева, и эта улица у нас Пояркова. Ну, в общем-то, все, ага. Придется мне монтировать. Что-то он сам телефон выключился. Ладно, всем пока. Короче, что я думаю? Я, сходил. Вот мне надо было в аптеку, сходить за лекарством. И, соответственно, думаю, что, обратно тоже же топать надо идти. Так, думаю, поснимать еще. Пока, так сказать, есть возможность. Вот такие березочки. Тут мы идем вот по этому полисадничку такому. Хорошо все-таки, когда вот так вот растительность вот такая есть, и она как-то в городе защищает от шума машин, хоть как-то немножко от этой пыли, хотя от пыли, по-моему, у нас не защитишься вообще даже. Так, вот он, магазин Поярков. А что у меня это самое, что-то тик-тик-тик делает телефон. Поярков. Тут, кстати, находится магазин. Там самые дорогие продукты продавались, я помню. Какие-то европейские там продукты, там, не знаю, все там цены такие. Ну, короче, магазин для олигархов. Сейчас есть он, нету. Я даже не знаю. То есть все было импортное, там европейское, там, американская, да, продукция. А сейчас, сами понимаете, ух ты, тут цветули какие. Тоже такие вот клумбочки. И цветули. Так, проходим
Здесь раньше была теплотрасса и приходилось через нее перескакивать. Вот в этом месте сейчас ее убрали. Убрали, сравняли, и можно просто заходить. Улица Пояркова, 8/1. Такой дом. Какая серия там, я даже не знаю. Они у нас как-то по сериям отличаются. Серия такая, серия такая. Детская площадка. Какая-то машина специальная. Видать, люлька, чтобы куда-то залезть. Вот кондиционер, допустим, поставить, да? Вот такая штука. То есть там один внутренний блок, он внутри ставится, но его крепить. А снаружный блок, его надо же со стороны улицы где-то на здание вешать. Ну, снаружи, как вы понимаете. Так. Ну, вот это улица Халтурина. Сейчас мы по ней пройдемся немного. Кстати, солнце. Сейчас время, сейчас скажу вам, 10:40. Начинает печь. Смотрите, сколько дров здесь, а? На дачу. Кому дрова нужны? Капец, да, дров сколько? Вон там дрова тоже лежат. Ну, это чьи-то. Естественно, они так аккуратно. Дрова это самое то. Где-то дров нету, у нас вон там леса горят. Дров этих завались. Так, вот да, вот 23-я школа, сейчас ремонт, месяц остался, даже меньше. Ну, месяц, да, до 1 сентября месяц. В августе сколько у нас дней? 31 тоже, да? Как в июле. Как считают, если по костяшками пальцев, то так получается 31, да? Если кто знает такой метод определения, сколько в каком месяце дней. Так вот по памяти можно и не вспомнить, а по костяшкам пальцев можно посчитать. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь, 12. Короче. Все, идем мы по этой улице. Халтурина. Так, надо мне зайти опять в какую-то подворотню. Не люблю по этим дорогам шастать. Ничего интересного, во-первых, не поснимаешь, а во-вторых, машины ездят. Ух ты. А тут-то смотрите, как сделали. Закрыли, чтобы туда не лазили. Они же люди лазят, да, соответственно, знаете для чего? Туалетов в городе особо-то не найдешь, поэтому вот забегают под дом, ну и справляют нужду. Справляют нужду. Ну и получается, да еще мусор выкидывают. Поэтому многие сейчас жильцы домов, они закрывают их, чтобы туда не лазили. Вот шины, смотрите, шины вот так вот насажена тоже. Такой а-ля советик. Ну тут мы видим тоже цветули. Тут вообще, смотрите, какие-то дебри засажено все. Что за крапива, да? Кто-то крапиву насадил. Или что это за... Ну, крапива, да, он колючий. Чтобы они туда не ходили, собаки. Цветы какие шикарные. Да? Тут тоже какая-то ягода вот такая мелкая. Растет целая. Это рябина такая. Или что это такое? Пишите. Вот это целое дерево. Да. Так, как мы здесь выйдем-то? Так, это опять сюда выходить на это. А нам надо сюда я пойду.
Здесь площадочка. Смотрите, арт-объекты. Тут, кстати, какие-то кустарнички вот так вот повысажены, да? Вот лебедя. Лебедя. Там цветы. О, как цветок такой. И площадочка вот такая вот детская. Ну, там песочница. Что-то тут разломали домик. Вот какие-то цветы здесь насажены. Это вот место для покурить, да? Место для покурить. А это качельки. Опа. Фу. Так вот выходим. Вот здесь относительно спокойно. То есть как бы дорога с той стороны. Здесь. А вот птички поют. Ну вообще жарко что-то мне вообще. За 30 точно сегодня будет. Когда раскочегарит. Душновато, жарко так вот. Обещали нам дожди. И как бы уже жару на спад, но похоже, что-то этим делом не пахнет. А здесь гаражи. Теплые гаражи под машину. Вот кому-то предписание, чтобы вывезли. Уведомление. Так, где здесь пройти-то? Так, можно? Ну, раз здесь есть тропинка, значит можно пройти. Самое такое вам снимаю. Опа! Ну, вы видали, да? Где вы еще такое увидите? Только... Ой! Ой-ой-ой! Так что... Опа. Так, тут главное головой не долбануться. Там вон еще один двор. Фу. Так, а как тут пройти? Здесь вот... Или вдоль дома вот можно там пойти. Кто-то любит вот такие походиловки. Просят меня, чтобы я там где-то ходил там далеко, там в каких-то районах, там Сайсары, 17-й квартал. Да я уже, в принципе, снимал. Надо туда, если отдельно ехать как-то. Ну, сами понимаете, надо под это сейчас время. Средства. А поскольку YouTube вообще ничего не приносит, как хобби, то и все эти съемки на добровольных началах у меня. Ну и у многих тоже блогеров. Просто просят там донатить, там, чтобы им донатили. Улица Дзержинского, 17/1. Так, вот здесь вот я знаю, можно пройти под этой теплотрассой. Хорошо все-таки, когда в телефоне много памяти. Вот, кто блогер, надо по максимуму брать телефон с максимальной памятью, ну, чтобы снимать. Если обычно, конечно, вы обычный как бы человек, там под фотки иногда делает, видосики там коротенькие снимает, то памяти там можно на и немного, да, достаточно. А если вот вы как такие длинные видосы пилите, то вам надо память, ого. Чем больше, тем лучше. Сейчас я слышал, iPhone 14 новый вышел. Так у него самая топовая модель, прошлая. Там 1 терабайт памяти. То есть вот такая память, 1 терабайт. Представляете, сколько можно записать Full HD по времени? Просто офигенно. Здесь тоже какая-то площадка игровая. Мы проходим здесь вот. Ой, здесь проходим. Вот так вот. Вот эта школа, кстати. Еще такой древний. Как бы постройки-то где-то 50-е годы. 9-я школа вот эта вот. Ну, она на сваях сделана уже как положено, поэтому ничего не разрушается. Фундамент не ходит. Ну и вот мы здесь вот проходим. О, там прикольные места, тоже туда сходить, поснимать. Вот такая, видите, да, архитектура у нее. Вот их не надо
По сути дела, вот это вот лепнину снимать, ну, отдирать ее, вот так вот красиво. А сейчас вот такие дома строят у нас. Стекло. Так, сюда заворачиваем. Вот здесь вот. Опа. Любите же вы такие видозы, да? Вот такие вот, когда так ходишь по дворикам, да? Смотрите. Вот здесь вот деткомбинат. Вот это, кстати, 18-й магазин бывший. И здесь, смотрите, что у нас. Вау! Фантастика. Подсолнухи. Ё-моё, тут насажено-то. Вон там какой-то арт-объект. Даже этот, смотрите, ботинок. И в нем там что-то растет. Смотрите, там какие-то столики, все уставлено. Ой-ой-ой-ой. О, кто-то камень расписал. Пчелка, 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 пчелка. Птица, пчелка. Фух. Пионы или кто это? Выбить, выбить. Видали, да? Кому-то же охота вот этим делом заниматься и для полива. Вот видали, сколько этих пустых бутылок из-под воды. А здесь уже попроще. Но вот эти цветы вообще шикарные, да? Фу, или рубаха у меня такая. Хотя короткая, да? Вот такая рубашка. Коротенькая, но она что-то плохо дышит совсем. ХБшка, ну что-то. Или вообще то, что я хожу. Я же еще надел брюки. Не шорты, а брюки, поэтому, в общем-то, еще дополнительно согревает меня это все дело. Ну вот, двор. Это бывший 18-й магазин, вот первый этаж. Сейчас там все подряд, короче, находится какой-то муниципальный центр жилищный. Там магазины продуктовые, такие мелкие. У кого-то там белье сушится. А это здесь остановка банковская, вот если туда идти. Так, ну давайте с той стороны пройдем. Надеюсь, интересно вам. Игровая площадка. О, песка. Песка у нас завались. Город на песке, по сути дела. Это долина Туймада, это пойма реки Лены. То есть, сами понимаете, да? Она вот в этих вот территориях, в масштабах этих поймы, она когда-то разливалась. Ну, там, миллионы лет же, естественно, все мы говорим такие сроки исторические, геологообразования. Вот цветы продают. А это такой заезд. Смотрите, это когда-то здесь вот был хлебный отдел. Видите, да? Хлебный отдел. И прямо машина сюда заезжала с хлебом, с хлебокомбината каждое утро. Вот посюда. Вот. Здесь она останавливала. И здесь хлеб сюда заносили свеженький, горяченький. Булочки. Ой, какая тут. Что только для вас не снимешь. Это на улице Лермонтова мы уже вышли. Так, и здесь вот огурец магазин. Здесь раньше была такая сплошная, но ее снесли вот такой, в этот уровень все. Она была. А теперь ее снесли. Вот здесь, по-моему, был овощной отдел, или мясной, там хлебный, все было по отдельности. И можно было ходить вот на уровне посюда. Вон видно дом кирпичный. Кирпич. Так, сейчас мы прочитаем, что это за учреждение муниципальное. Департамент жилищных отношений. То есть, если вам надо справку о составе семьи, там еще какие-то документы, вот сюда вот дуйте. И здесь вам дадут. Так, тоже вот киоск такой с местными продуктами.
хорошего качества. Кстати, сейчас я заметил, ага, в августе стали дешеветь они. Август дешевеет, огурчики уже подешевле, кабачки там подешевле. Все это дело. Так, переходим дорогу. Так, что-то у меня опять вырубился телефон. Ну, придется монтировать. Слишком много я, конечно, снимаю. Такие ролики одним дублем обычно минут на 10-15, а уж более длинные, там может телефон что-нибудь начать перегреваться. Сами понимаете, может сам вообще выключиться. Или какие-нибудь звонки приходят. Так, вот здесь вот такой вот скверик. И мы вот здесь вот напротив вот этой 9-этажки. Вот это одна из первых высотных домов, какие были в Якутске построена. Но здесь она на перекрестке улиц это Лермонтова и Дзержинского находится. Вот тут, кстати, вход делают. Тут, видать, выкупили. Тут только фирм не было вот в этом магазинах. Тут я воду даже брал. На фильтровальные аппараты стояли. Скворечник вон там. Так, а здесь что? Лестницу убрали. Ё-моё, собаки. Здесь лестница была. Теперь что мне делать? Надо перелазить. Вот железная лестница была нормальная, блин. Ёлки-палки. Так, главное не грохнуться. Так, залез. Оп. Фу. Так. Жарко, жарко, днем жарко, опять жарко. Короче, лето это нас пекет. Уже август. Обычно уже как бы на спад температура, а она здесь и не собирает еще опускаться. Так. Ну, сейчас мы вот здесь вот во дворах. Что-то тут слишком интенсивная движуха какая-то. Так, ну смотрите, да? Высокие дома такие вот, 9-этажные, это даже выше. И, соответственно, у людей машины, тачки все заставлены. Поэтому вот такие вот КПДшечки, если у них дворики, то там вообще лафа. Озон. Пункт выдачи озона, вот кому интересно. Кстати, у нас в Альберис вот, доставка до Якутска стал брать за заказ 400 рублей. Ой, какая тачка-то, смотрите, тачка. Ну, вот так вот двориками такими проходим. Машин-то, ё-моё. Поэтому надо из города убираться нафиг. Куда-нибудь подальше. Хотя не в городе жить неудобно. Опять машина там нужна. В городе-то удобно, все рядом. Школа, там, поликлиника, детский сад. В шаговой доступности. А где-то там в селе, там, фиг найдешь, блин, куда-то ехать надо. Ну и все. Вот там улица Дзержинского, торгово-деловой центр. Ну и я, в общем-то, запись вот здесь вот заканчиваю. Приятно было для вас поснимать. Всем пока. До новых встреч.